В эти выходные вся страна перейдет на летнее время. В 2 часа ночи с субботы на воскресенье россияне в последний раз передвинут стрелки часов на час вперед. Спором о том, стоит или нет постоянно менять время, положен конец. Какие доводы перетянули чашу весов, узнавала Анжелика Ташмухамедова. Уважаемые пассажиры, в связи с окончанием действия зимнего времени 27 марта 2011 года 2 часа по местному времени часовая стрелка переводится на 1 час вперед. О переходе на летнее время пассажиров предупреждают заранее. Путаницы и коллизии здесь случались. Люди то проспят, то забудут перевести стрелки часов. На самом вокзале одна сплошная автоматика. Она регулирует табло внутри помещения, спутник отвечает за главные хронометры на башне. Но в этом году никто никуда точно не опоздает. По нашей станции чем удобно, что у нас нет на этом рубеже перевода времени в 2 часа, нет никаких поездов отправления. У нас либо в час, либо уже почти в 4 часа. То есть по нашей станции поезда уйдут без каких-то задержек или изменений. На низком старте и все магазины, торгующие указателями времени. Каждую весну и осень часовщикам приходится проделывать одну и ту же процедуру. Теперь тикать в унисон и иностранные, и отечественные экземпляры они заставят в последний раз. Как вы к этому? Я думаю, что это как раз плюс, потому что не надо будет имитация. Но и световой день, соответственно, будет длиннее, поэтому я считаю, что положительный момент. Причиной перехода на зимнее время всегда называлась экономия энергоресурсов. Противники подобной меры утверждали, у людей сбивается биоритм. Перевод стрелок однозначно вредит здоровью, уверены ученые. По данным Российской академии наук, количество инфарктов из-за этого возрастает в 1,5 раза. Скорая помощь чаще выезжает к гипертоникам, обостряются многие хронические заболевания. И больше всего страдают от этого дети и пожилые люди. Считали и спорили долго. В итоге оказалось, затрат на больничные листы и лекарства больше. Отказ от перевода стрелок особенно благоприятно должен сказаться на регионах, что недавно сдвинули часовые пояса, в их числе и Удмуртия. Это своеобразная компенсация за потерю светового дня. Не надо будет приспосабливаться, каждый раз менять, переводить стрелки, кто-то же забывает. Утром рано светло, а вечером что-то бы и поделал на огороде или и так темно. Я считаю, что правильно. Пусть оставит на такое время. Ну и пусть так и будет, да. Жили же и жили. Что-то, какие-то новшества вот это изобретают. Потом приходим опять-таки к тому, от чего мы и пришли. Осеннего перевода часов больше не будет, и время, установленное 27 марта, станет окончательным и бесповоротным. Анжелика Ташмухамедова, Сергей Иванов, Вести, Удмуртия.